Ахал, колыбель легендарной Парфии, соперницы Рима в античном мире. Здесь, в песках Каракумов, по обочинам Великого Шелкового пути, разбросаны останки великих империй. Здесь, в плодородной долине у подножия Капитдага, 2 века назад возникло небольшое селение Асхабад, город любви. В 1913 году один из русских географов писал: «Туркмены – превосходные наездники. Мужчины отличаются высоким ростом, худощавым и статным телосложением, обладают значительной силой. Туркмены сметливы и рассудительны, имеют особое пристрастие к ремеслу и торговле». В конце 19-го, начале 20 веков Ашхабад считался главным транзитным пунктом на караванном пути, ведущем в Персию. И только на пороге 21 века, после того, как Туркменистан стал независимым государством, Ашхабад вновь напомнил о себе как о главной транзитной точке Центральноазиатского региона. Сегодня караван новеньких Боингов туркменской государственной авиакомпании освоил воздушные пути более чем в 30 стран мира. В соответствии с президентской программой развития авиационной отрасли модернизированы и оснащены новейшей западной техникой все наземные службы аэропорта. Отстроенные заново взлетно-посадочные полосы позволяют принимать все существующие модели авиалайнеров. Ашхабадский международный аэропорт – предмет особой гордости жителей всего Туркменистана. Второго такого аэропорта сегодня нет ни в одном государстве Центральной Азии. Просторное светлое здание снабжено современной системой кондиционирования. Теперь ни 40-градусный полуденный зной, ни шум взлетающих лайнеров пассажиров не беспокоит. Пропускная способность комплекса – 1800 пассажиров в час. Практически все работающие здесь специалисты прошли подготовку в ведущих авиакомпаниях США, Великобритании и Франции. За годы независимости услугами национальной авиакомпании воспользовались около 14 миллионов человек. В самом ближайшем будущем предполагается введение целого ряда новых маршрутов, например, в столицу Китая – Пекин. От аэропорта до города рукой подать. Каждый въезд в город венчает триумфальная арка. 20 минут езды по скоростному шоссе, и вы в центре столицы. Существуют разные версии происхождения ее названия. По одной из них Ашхабад – производная от арабского «эшх», что означает увлечение, симпатия, любовь, и абад, что сродни русскому «град» или немецкому «бург». Некоторые ученые связывают название города с именем Астарты, богини плодородия и любви в древневосточной мифологии. Другие – с парфянским царем Аршаком I и основанной им династии Ашканидов. Впрочем, все ведущие историки Европы и Азии единодушны в главном. Туркменистан наряду с Египтом, Месопотамией, Индией и Китаем считается 5-м центром мировой цивилизации, а сами туркмены – одной из древнейших наций планеты. В 38 миллионов долларов обошлось строительство музея истории Туркменистана. Его площадь – 15 тысяч квадратных метров. Однако более всего впечатляют сами экспонаты, собранные здесь со всех уголков страны. Среди них великолепная коллекция женской одежды и украшений. Изготовлены они из чистого серебра, инкрустированного золотом, драгоценными и полудрагоценными камнями. Весит такой наряд более 30 килограммов, а на вид напоминает скорее воинские доспехи. Многие ученые считают, и тому есть достаточно веские основания, что в глубокой древности туркменские женщины, подобно знаменитым амазонкам, воевали наравне с мужчинами. Один из главных атрибутов чести и доблести – туркменская сабля, изготовленная местными мастерами и подаренная первому президенту независимого Туркменистана. Рукояти ножны выполнены из серебра и украшены большим количеством золота и драгоценных камней. Одних бриллиантов здесь около 300. Клинок выкован по древней технологии из легированной стали с примесью золота. Такими саблями в XI веке предки туркмен завоевали чуть не полмира. Тогда им принадлежали вся Малая и Центральная Азия, часть Византии и Испании, Марокко, Алжир, Египет, Ирак, Турция. Однако в конце XIX века уже сами туркмены попали под колесо истории, оказавшись в зоне стратегических интересов Российской империи. Прошло более 100 лет,
прежде чем Туркменистан вновь обрел свою независимость, после чего сразу же объявил о своем нейтральном статусе. Для туркмен это стало главным событием всего 20 века. В честь этого по инициативе президента построен огромный мемориальный комплекс. Его периметр украшен каскадами многочисленных фонтанов, а в центре воздвигнут величественный монумент независимости высотой 118 метров. Вокруг него скульптуры 20 великих исторических деятелей Туркменистана, от грозного Агуз-хана до первого президента независимого и нейтрального туркменского государства Сапармурата Ниязова. «Мы тем и ценны, — говорит президент, — когда выводы делаем из прошлого и живем настоящим ради будущего». Внутри монумент представляет собой трехэтажный атриум с центральной колонной из темно-зеленого мрамора, по которой стекают потоки воды. На втором этаже коллекции ювелирных украшений, инструменты древних мастеров, предметы, которыми они пользовались в повседневной жизни, а также многочисленные разновидности национальных музыкальных инструментов. Памятники и музеи – это только малая часть того, что построено в Ашхабаде за последние годы. В числе главных новостроек – президентский дворец, золоченый купол которого сияет над центральной площадью столицы, дворец Конгресса Хрухаэт и возвышающаяся над городом арка нейтралитета со статуей туркменского лидера на ее вершине. Кстати, это единственное место в городе, где можно увидеть человека с ружьем. Сам президент считает, что как в самой стране, так и за ее пределами Туркменистан никогда не будет брецать оружием. Нейтральный статус обязывает. В Туркмении, я вам скажу, могут нас обвинять в чем угодно, но нет репрессивного аппарата. Вот вы по городу ходите, видели где-нибудь автоматом человека? Ни в одной границе рядом Иран, чем всех пугает. Вон, идите на границу, посмотрите. Тут в городе субботу выходной все иранцы, тегеранцы приезжают отдыхать. Отдыхает, вон по площадям гуляет вместе со всеми. Какая нам разница, какой религии он служит? Но он же здесь по законам нашим живет. Но может быть он не нашей религии, может быть он нашей религии. А нам-то от этого. Почему я должен его преследовать? Сегодня Ашхабад – одна из самых безопасных столиц в СНГ. За порядком в городе круглосуточно следят многочисленные полицейские. Но все эти меры носят в основном профилактический характер. Поэтому даже в поздние часы на улицах столицы можно встретить людей всех возрастов, вышедших подышать ночной прохладой. Безопасность и экология – вот, пожалуй, главное, на что сегодня обращают внимание люди. В последние годы за черту города выведены практически все промышленные предприятия. Чистота на улицах идеальная. Заброшенную бумажку или окурок могут оштрафовать. Кстати, курить в общественных местах запрещено. Впрочем, и 100 лет назад, по свидетельству очевидцев, это был маленький чистенький городок, состоявший из множества глиняных домиков, окруженных фруктовыми садами. Тротуаров в современном понятии не было. Вдоль улиц, отделяя проезжую часть от пешеходных дорожек, журчали арыки. Аул примыкал к городу глинобитными дувалами, за которыми виднелись мазанки и войлочные кибитки. Городок был одноэтажный. После нескольких землетрясений иные здания строить было запрещено. Несмотря на то, что статус столицы Ашхабад получил еще в 1925 году, его облик за последующую четверть века сколько-нибудь значительных изменений не претерпел. Капитальное строительство развернулось здесь только в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого столетия. Однако слишком дорого пришлось заплатить ашхабадцам за реконструкцию туркменской столицы. В ночь с 5 на 6 октября 1948 года Ашхабад оказался в эпицентре страшного землетрясения. Всего за 1 минуту город был стерт с лица земли. По официальным данным погибло около 30 тысяч человек. Исследователи и очевидцы считают эти цифры заниженными примерно в 4-5 раз. Среди детей, осиротевших в ту кошмарную ночь, оказался и 8-летний Сапармурат Ниязов, будущий первый президент независимого Туркменистана.
Его отец не вернулся с фронта, под завалами погибли мать и двое его братьев. Памятник жертвам страшного землетрясения установлен на родине президента в селе Кипчак, что в 40 километрах от Ашхабада. Это дань памяти, любви и уважения всем матерям, готовым отдать жизнь ради спасения своих детей. Сюда часто приезжает президент, чтобы поклониться праху своих ближайших родственников, похороненных неподалеку. Еще один монумент, погибшим в 1948 году ашхабадцам, находится в самом центре города, рядом с аркой нейтралитета. Согласно древнему туркменскому поверью, земля держится на рогах буйвола. Время от времени он перебрасывает ее с одного рога на другой, и во время этого происходят землетрясения. В подземной части монумента расположен музей, экспонаты которого рассказывают о тех трагических днях. Ни кино, ни фотоматериалов практически не сохранилось. Говорят, Сталин отказывался верить истинным цифрам разрушений и жертв. Из-за этих амбиций многие семьи спустя годы после трагедии продолжали ютиться в наспех сколоченных бараках. В 60-х годах в Ашхабаде, как и в большинстве всех прочих крупных городов СССР, развернулось массовое строительство жилья. Тогда в расчет не принимали ни климатические условия, ни тем более менталитет будущих новоселов. Типовые крупнопанельные дома уничтожили такие традиционные понятия для туркмен, как улица и двор. После обретения независимости принципы жилищного строительства в Туркменистане были кардинально пересмотрены. Президент издал закон о градостроительной деятельности, согласно которому все общественные здания города должны быть облицованы белым мрамором. Тут запрещено без мрамора строить здания, только беломраморные здания. Больше никаких административных, жилье, все. Белый мрамор и инженерная сеть, потолок 4,20, жаркий климат мы считаем. Меньше 4,20 ни частник, никто не имеет потолок высоту иметь. И мрамор обязательно, потому что пыль, дождь, она на ремонт уходит гораздо больше, чем мраморный. Но люди ведь в начальном этапе все жадные. Поэтому законом приходится. Есть закон у нас. Никто не может построить из кирпича, из глины, из цемента. Только мрамор. И у всех хватает денег. Вы через 2 года приедете, Ашхабад не узнаете. Президент часто повторяет, надо отстроить Ашхабад так, чтобы он вошел в число самых красивых городов мира. При этом строительство, как, впрочем, и вся экономика страны, имеют четко выраженную социальную направленность. Туркменистан сегодня единственная страна в СНГ, где население практически бесплатно пользуется всеми коммунальными услугами. По мнению президента, многие беды на постсоветском пространстве происходят по причине колоссального социального неравенства между разными слоями населения. Поэтому он ратует за то, чтобы постепенно богатела вся страна, все общество. Я думаю, что наступит период через 40-50 лет, когда уровень доходов каждого будет высоким. В это время они сами откажутся от бесплатного газа, электроэнергии. Это общество созревать будет. Мы ставим цель, чтобы в государстве 75% были зажиточные и доходные семьи. И вот в обществе при 75% богатых семей и 25% средних, и оно, общество, не пошатнется, оно будет крепкое всегда. Строят в Ашхабаде и так называемое коммерческое жилье. Благо, в стране уже появились состоятельные люди, имеющие возможность его приобрести. Огромные квартиры площадью около 200 квадратных метров стоят порядка $20 тысяч. Внизу подземный гараж, открытые и закрытые бассейны с оборудованием для очистки и подогрева воды. Великолепный тренажерный зал с оборудованием от Кетлер. И домашний детский садик, рассчитанный на 15 ребятишек, где в отсутствие родителей за детьми присмотрит опытная няня. Стоит отметить, что в государственном учреждении условия для детей ничем не хуже, чем эти. Дети, по словам президента, и есть завтрашний день страны.
Здравоохранение также входит в перечень приоритетных направлений внутренней политики президента. Сегодня всем гостям Ашхабада с гордостью показывают кардиологический центр. Он был открыт в 1998 году. Здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой системы и почек. Диагностику проводят с помощью самого совершенного медицинского оборудования, такого, например, как ядерно-магнитный резонатор. Большинство местных специалистов прошли стажировку в Мюнхенском кардиологическом центре. День пребывания в центре обходится примерно в $20. Желающих пройти обследование или сделать операцию очень много, в том числе и из других стран – Казахстана, Узбекистана, Турции, Ирана и Алжира. Раньше больных сердечников отправляли в Москву, Ленинград и Киев. Теперь сложнейшие операции на сердце проводят туркменские врачи. Сердечные клапаны покупают за границей, каждый из которых стоит $1000. Но если операцию на сердце делают ребенку, то за клапан родители не платят. От этого мальчика с врожденным пороком сердца врачи в Москве отказались. А здесь ему повезло. Доктор говорит, что парень скоро будет играть в футбол. Среди различных мероприятий по укреплению здоровья нации, проводимых в стране, самым примечательным, пожалуй, стало открытие тропы здоровья в окрестностях Ашхабада. Идея ее строительства принадлежит Сапармурату Туркменбаши. 18 километров ступеней, проложенных по горам, президент прошел лично, преподав своим соотечественникам урок активного образа жизни. Когда-то склоны этих гор были покрыты лесом. Во время Второй мировой войны он был полностью вырублен. Несколько лет назад по призыву президента каждый житель Ашхабада посадил в окрестностях города по 3 дерева и с тех пор бережно ухаживает за ними. Всего было высажено около 1 миллиона саженцев. Еще одна примета времени – турецкий супермаркет «Импаш». Его торговая площадь около 10 000 квадратных метров. Оборудование, оснащение, сервис и качество обслуживания на европейском уровне. Особой популярностью этот магазин, открытый всего год назад, пользуется у молодого поколения столичных жителей, представителей среднего класса. Это в основном служащие банков, местных и зарубежных компаний и фирм. Знаменитые восточные сладости, фрукты, овощи, мясные и рыбные продукты – вот только малая часть ассортимента продуктов, находящихся на прилавках. Что здесь ниже европейского уровня, так это цены. Например, килограмм отборной парной баранины стоит порядка $1,5. Появление таких магазинов можно было бы считать ярким примером развития рыночных отношений. Однако говорить о них на примере столичного супермаркета, пожалуй, не совсем корректно. На протяжении многих тысячелетий в Азии единственным мерилом этих отношений всегда был Восточный базар, именуемый в народе толкучкой. Воскресный базар в Ашхабаде. Знающие люди утверждают, что здесь можно купить все, от стоптанных сапог до Мерседеса последней модели. Во всяком случае, торговля здесь идет весьма серьезная. И невооруженным глазом видно, что сельское хозяйство в этой стране на подъеме. Объясняется это прежде всего отсутствием каких-либо налогов в аграрном секторе. Государство, осуществляющее жесткий контроль в важнейших сферах экономики, весьма лояльно относится к частным торговцам и ремесленникам. Именно здесь совершает покупки подавляющее большинство жителей столицы и ее окрестностей. И дело не только в ценах на продукты. На Востоке иногда не столько важна сама покупка, сколько процесс торговли. Если умело торговаться, то первоначальную цену можно снизить в половину. На $1 можно купить 10 лепешек, 2-3 килограмма отборных фруктов или килограмм свежего мяса. Многие приходят сюда пообщаться, узнать свежие новости или просто пройтись по базару. На то она и толкучка. Золотом сегодня никого не удивишь. А вот вышитых древним туркменским орнаментом платков, рубашек или халатов нигде больше в мире не встретишь. Равно как и настоящую туркменскую шапку из шерсти сарджинской овцы. Но главное – это знаменитые на весь мир туркменские ковры. Говорят, их ткут сердцем. Наверное, поэтому среди ткачих бытует пословица: «Открой мне свой ковер,
Я скажу, что у тебя на душе. Во время своего пребывания в Ашхабаде посетил толкучку и бывший госсекретарь США Збигнев Бжезинский. Бжезинский был здесь на толкучке. Он говорит: слушай, вам не надо рынок. Рынок там есть. Рынок, настоящий рынок. Я, говорит, инвестировал вам $600. Купил что-то. Поэтому там все деньги идут. Частники, мы никого не ограничиваем. Они могут купить на любые деньги, которые они знают. И франки там, и марки там, и шиллинги, все, в общем. И доллары, и рубли российские. По словам президента, до обретения независимости республиканские власти не могли провести в Ашхабаде ни одного международного форума. Гостей просто некуда было селить, поскольку в городе не было ни одного приличного отеля. Теперь их десятки. Только в центре Ашхабада расположены пятизвездочные Акалтын, Гранд Туркмен, Туркмен-Баши. Гранд Туркмен, например, входит в международную систему отелей «Шератон». Он находится в управлении турецкой компании. Администрация и обслуживающий персонал состоят из местных специалистов. Перед тем, как приступить к работе, будущие сотрудники проходят обязательную зарубежную практику в аналогичных отелях. Так что сервис здесь соответствует международному уровню. Находится отель в самом центре города, всего в 7 километрах от столичного международного аэропорта. Здесь любят останавливаться иностранные туристы и бизнесмены. Обычные номера, а их здесь 120, стоят $175 в сутки. Есть в отеле и президентский номер стоимостью $400. Услугам гостей конференц-зал, бизнес-центр, бары и рестораны, казино, теннисные корты, сауны и бассейн. Здесь европейцы, не привыкшие к знойному восточному солнцу, чувствуют себя особенно комфортно. Целый комплекс из нескольких десятков небольших частных отелей уровнем от 3 до 5 звезд построен в самом южном районе Ашхабада. Среди них гора Алтын, считающаяся одним из самых фешенебельных отелей. Здесь любят останавливаться главы иностранных государств и крупные бизнесмены. Главной отличительной особенностью всех построенных здесь гостиниц стало стремление архитекторов соединить современные технологии и материалы с традициями национального туркменского зодчества. За наиболее яркое воплощение этой идеи целая группа создателей этих отелей была награждена международной премией имени Махтум-Кули. За один год в Ашхабаде сегодня строят столько, сколько при СССР не строилось за десятилетия. Только в 2002 году в жилищное строительство было инвестировано около $4 миллиардов. Будут построены еще вот общественные здания, президент-отель, крупнейший нефтегазовый комплекс, 28-этажный. Особенно вот в горной части. Центральный банк вот здесь рядом строится тоже. Картинная галерея вот с той стороны, вот в этой площади. Там двухэтажный желтый дом, если ее сносят, там огромная картинная галерея, не меньше, чем Эрмитаж будет. По красоте. А что нам? Будем строить. Инженерные сети делать. Все, в общем, поживем, увидим, приезжайте почаще. О завтрашнем дне страны можно судить по тому, как развивается Ашхабад, столица независимого нейтрального Туркменистана. В том, что город обрел новое дыхание, огромная заслуга президента страны Сапармурата Ниязова. Это результат его политической воли, незаурядных организаторских способностей. Есть и еще одно объяснение. Это искренняя любовь к родному городу, живущая в сердце каждого ашхабадца. И судя по тому, как город откликается на это чувство, любовь эта взаимна. Гостеприимство, уважение к старикам, свободолюбие, храбрость в опасную минуту – эти качества во все времена составляли отличительные черты характера туркменского народа. Именно они помогли ему выжить в самых трудных испытаниях.
и уже сегодня позволяют увидеть завтрашний день Ашхабада, города любви, стабильности и надежды.